Ты пришел ко мне в гости, и что я предлагаю тебе? Уставшему от цивилизации, я предлагаю тебе одиночество осеннего листа. Ренард Саранаев, архитектор, ландшафтный дизайнер, ну и где-то еще и, может быть, специалист по этнографической архитектуре, потому что у меня несколько образований, одни более фундаментальные, одни менее фундаментальные. Это город Бахчисарай, Бахчисарайский район, село Богатое ущелье, плюс часть корней из селы Уркуста. По Анашкиной линии есть казанская татарская кровь. То есть это Казань, и это такой интересный очень городок есть Рузаевка, я об этом недавно абсолютно узнал, где, наверное, 60% населения этого города – это моя родня, которая еще когда-то в далеком Средневековье переселилась в Казань и вот обосновала вот это вот поселение. Насколько я знаю, это желание отца. Когда я интересовался особенностью имени, потому что вот буковка «Р» предпоследняя, она как бы выделяет из контекста обычных ренатов. Вот, мне бабам сказал, что в нашем роду был некий предок, которого звали именно так, и он прославился своими хорошими доблестными делами. Вот поэтому я и стал вот таким Ренардом. По рассказам отца, прежде всего он вспоминал родное и любимое его село. Хотя он, в принципе, и очень городской житель, потому что его детство прошло в городах Крыма. В основном это был Симферополь, Алушта и так далее. По роду деятельности моих Карбабашки и Биташки это были довольно видные лидеры политического и просветительского Крыма того времени. Его сердце было все-таки в Богатом ущелье всегда. И вот его воспоминания по Крыму, они были связаны именно с этой деревней. Красота рассветов, вот, утренняя дымка, там, закипающая вода в Гугуме, Биташка, которая там нарезала очень тоненько табак. И вот, классно передавал запах табака, вот, просто сравнивал там с такими нотками и так далее. То есть это, естественно, рисуешь определенные картины, особенно когда есть там задатки какой-то творческой личности, воображение всегда подсказывает и расширяет более интересные картины. Попав в Симферополь в октябре 1993 года, я, конечно, не знал, что это Крым. Живя, работая, учась в Самарканде, как бы клише Средней Азии, оно всегда было все-таки клише Средней Азии и Средней Азии. Задворки и так далее и тому подобное. Но Самарканд по сравнению с Симферополем, да, это был просто небо и земля. И то же самое касалось не только внешнего восприятия, а круга общения на улицах или в магазинах, или даже те академические круги, куда я попал, и ту базу знаний, которые старались здесь передать, она ни в коем случае не могла быть сравнима с самаркандской. Вы знаете,
мечтал быть пилотом гражданской авиации. И готовился к этой профессии. Но не судьба. Второе мое призвание, то, что я любил, кроме неба, это рисунок и построение объемов из пластилина ли, из глины ли, из картона ли. И вот, скажем так, наряду с увлечением авиацией я увлекался и некими пространственными формами. Придумал такие несуществующие города. И, в принципе, это и дало толчок к тому, что, не растерявшись после неудачи с авиацией, я легко сориентировался на том, что я любил не менее. Это оказалась архитектура, плюс среда, в которой я рос, город Самарканд, это жемчужина архитектуры. Она еще и подстегнула к тому, что я сделал свой выбор правильный. Первые свои проекты очень скромные, очень, может быть, где-то нелепые сейчас уже, с моей точки зрения, более зрелой. Я реализовал да, пожалуй, это был 1998 год, это я еще был студентом. Это были жилые домики, то есть это может быть какая-то точка отсчета. И вот с небольшими перерывами, потому что я не постоянно работал архитектором, у меня были перерывы в общественной деятельности, я уходил больше в общественные проекты, в изучение этнографии, немножко было такой ООНовской линии в моей биографии. Вот, в принципе, все остальное время я занимался плюс-минус архитектурой, но архитектурой с этнографическим и с экологическим, наверное, уклоном. То есть я понял, что, наверное, это будет ближе всего мне, именно этнографическая нотка в архитектуре. И поэтому извините за слово, не полез в урбанисты, а вот полез больше в села, в деревни, изучая культуру и быт нашего народа в основе. Ну, естественно, то, что уже касается более широкого понятия этнографической архитектуры, культуры и быт других народов. То, что касается наиболее удачных проектов, реализованных, которые оставили свой след в Крыму, это, наверное, Джеваль. Это комплексный проект. Где-то я работал один как архитектор, где-то мы работали группой с моими друзьями, единомышленниками, архитекторами, но тем не менее это был, наверное, первый и очень настоящий проект. Ну и в принципе то, как работает и развивается комплекс Джеваль сейчас в Евпатории, все-таки показывает то, что это хороший проект. Более сотни домов спроектировано. Не все проекты реализованы, но тем не менее есть очень интересные, есть очень удачные. Есть то, что можно вспомнить и в виде кафешек, ресторанов, гостиниц, ландшафтных комплексов. Есть очень интересные концептуальные проекты, очень глобальные проекты. Я надеюсь, что они будут реализованы, потому что решение о их реализации еще пока до конца не принято. То есть вот есть где-то какие-то колебательные моменты со стороны главных вдохновителей. Но тем не менее, я думаю, что если будет дан старт таким проектам, то это будет здорово. Могу упомянуть, что это большой комплексный экопарк БРИКС, который планировали построить в Крыму, в Бахчисарайском районе.
Это именно, я подчеркиваю, хороший экопарк, глобальный проект. Вот я был автором концепции, но решение пока не принято. Хотелось бы, чтобы рассмотрели и в конце концов подошли к этому. Ну, надеюсь. Наверное, чуть рановато говорить о лучших и, наверное, удачных проектах, потому что я считаю, что можно и нужно делать еще очень много, потому что есть силы, есть потенциал, и есть уже некие знания, и есть ориентация в пространстве. Поэтому все-таки я буду стремиться к тому, с чего когда-то начинал свою профессиональную деятельность. Я бы хотел, чтобы на территории Крыма появился культурный этнографический центр, живой музей истории быта крымских татар. Это очень приятные воспоминания на самом деле, потому что то, что было сделано большими физическими усилиями, но с минимумом финансов, оно до сих пор приносит пользу жителям Крыма. И я этому очень рад. Была задумана такая программа, но на самом деле сначала это были идеи, потом переродилось все в программу под названием «Вторая жизнь заброшенных колодцев». Суть ее была следующей, чтобы дать жизнь покинутым источникам традиционного водоснабжения. А традиционным источником водоснабжения в Крыму были колодцы, родники, фонтаны, которыми изобиловал Крым. После 1944 года культура водопользования была практически потеряна, но источников осталось очень много. Это тысячи заброшенных источников по Крыму. И в принципе вот, подошли к этому делу со стороны того, что в Крыму есть дефицит воды. И таким образом, возродив источник, можно вернуть людям воду. Один аспект. Второй – это возрождение культурных традиций. И вот, в принципе, на протяжении 5 лет мы реализовывали по селам, в основном Бахчисарайского района, эту программу. Отреставрировали больше 52 источника. Суть была какая, что выбирались именно колодцы либо родники, которые находятся в общественной доступности любому жителю горного поселения. Колодец реставрировался, максимально приближаясь к его традиционному облику. То есть не было каких-то сложных механических приспособлений, насосов и так далее. Это были либо отреставрированные старые камни, либо это была вновь сделанная кладка каменная, некий деревянный сруб, барабан и ведро. После того, когда вот такое сооружение было сделано, оно презентовалось местному населению и оставалось в пользовании жителей тех или иных сел. И, соответственно, было подчеркнуто, что теперь это все находится у вас, пожалуйста, блюдите, несите ответственность. Отрадно, что есть до сих пор села, где вот местное население пользуется. Я не могу говорить сейчас детально об архитектуре Крымского ханства, потому что фактически источников, на которые можно опираться, не существует. Это жалкие гравюры, о достоверности которых можно дискутировать еще. И это воспоминания в основном путешественников. То есть это средневековый Крым, который вот такими крупичками дошел. То, что касается более позднего времени, то средневековый Крым уже тогда опал. Он начал рассыпаться. Но, тем не менее, основной характерной чертой всегда была гармония среды
образа жизни народа и культурных ценностей. Вот это всегда было очень взаимосвязано. Поэтому и архитектура Крыма была гармоничной. Здесь не было крупных мегаполисов. Народ жил просто, народ жил мудро, народ жил в основном в селах. И поскольку одного корня у нашего народа нет, это масса кровей, которые присоединялись, расформировывались, переплетались. Они давали очень интересный синтез вот такой гармонии. К сожалению, прийти к тому, что было невозможно, ну, наверное, это закон. Мы не можем возродить то, что было. Но пытаться делать, и не просто пытаться, а делать разумные шаги, пусть небольшие, нужно. Доказательства есть. Есть в Крыму те объекты, которые более или менее приближены к традиционной архитектуре. И еще раз доказательство, что они радуют глаз и проходящих, и тех, кто пользуется услугами вот такой архитектуры, кто ее впитывает, кто получает от нее некий импульс. Надо стремиться к тому, чтобы показать жизнь и быт нашего народа, как это было в корнях, а корни были в селе. Если получится возродить крымское село, пускай это будет не село 17 века, либо 16 века, пускай это будет село 18-19 века, это будет, конечно, здорово. Пока еще островки, их мало, но пока еще островки традиционной архитектуры в Крыму существуют. Пройдет десяток лет, их не будет. Вот этот десяток лет, может быть, даже уже и меньше, есть на то, чтобы предпринять усилия. Здесь тандем, потому что должно быть желание нашего народа. Это очень существенная величина. Но, естественно, мировая практика работы такого рода архитектурных комплексов показывает, что без помощи государства такие проекты долго не живут. Во всем мире. Возьмите европейские страны, которые были в основе этнографического туризма, где появлялись первые этнографические центры. Это и Швеция, это и Швейцария, это и Франция, и Италия. Возьмите аналоги российские, где хорошо работающие центры подпитываются государством. Здесь должно быть то же самое, потому что чисто на коммерческой окупаемости, самоокупаемости такие центры жить не будут. Крым — это регион туристический. И современный избалованный турист не приедет в Крым за тем, что он видит в более удачных с точки зрения рекреации регионах мира. Современный турист знает, что такое Пальма де Маллорка, знает, что такое Канары, знает, что такое Мальдивы, Бора-Бора и так далее. Поэтому дороговизну современной рекреации эти туристы получают там. В Крыму нет. Современный турист в Крыму должен получить то, что характеризует именно Крым.
это этнографическую архитектуру, быт, традиции и все, что связано с той характерной составляющей Крыма, которая и есть Крым. Это те народы, которые издревле здесь проживали, ну и, естественно, как народ-доминант, это крымско-татарский народ. Опять же, это мировой опыт. Турист, приезжающий в любую интересную страну мира с историей, там, где есть пляжная рекреация, проводит несколько дней, жарясь на солнце, а потом его тянет на изучение культуры и традиций того края, куда он приехал. Приехать в Италию и просто загорать где-то на побережье Адриатики, это неинтересно. Турист едет познавать, что такое Италия, что такое Испания, что такое Франция, что такое Турция. В Крыму должно быть точно так же. И стремятся, и поэтому едут в Бахчисарай, поэтому едут в другие регионы Крыма, чтобы понять, что такое Крым, почему Аюдаг называется Аюдагом, почему Пушкин писал с таким трепетом о Бахчисарае, или там Мицкевич. Это будет характеризовать туризм в будущем. Любому из нас всегда приятно попасть в живую среду. Живая среда – это родной дом. Родной дом для большинства крымских татар – это сельское поселение. Вот там раскрывается душа народа. Душа народа должна быть показана туристу и не только гостям Крыма, скажем так. То есть народный дом – это то, что будет в основе архитектуры и то, что должно быть в основе архитектуры. Вы знаете, я как-то попал на лекцию одного очень известного российского архитектора, корифея. Его зовут Сергей, фамилия Чабан. И вот когда ему задали вопрос по поводу будущего крымской архитектуры, он сказал, что будущее крымской архитектуры – это та основа, которая была здесь когда-то очень давно. У Сергея крымско-татарские корни, и он с трепетом изучал этот вопрос. И вот с такой вот большой сцены он подчеркнул эту мысль. И более того, в его работах это тоже лейтмотивом проходит. Опять же, я повторюсь, что это один из самых известных зодчих России на сегодняшний день. Вот. Поэтому здесь не должно быть мегаполисов, здесь не должно быть того, что не гармонирует с ландшафтом, потому что крымский ландшафт, он очень капризный ландшафт. Это не то, что имеет какие-то сотни километровые пласты одинаковых климатических условий. Каждая долинка, каждая горка, каждая подковка рельефа, она имеет свой микроклимат и, соответственно, свою среду. В деревнях наших предков это и было. Сейчас этого нет. Поэтому среда должна быть только такая, которая будет вписана в уникальность крымского ландшафта. Отрадно то, что наши соотечественники стали строить больше домов, похожих на традиционный стиль, поскольку визитной карточкой традиционного дома, ну, в зависимости от региона, конечно, но тем не менее, если мы возьмем горный предгорный Крым, это вальмовая пологая крыша, это характерные вылеты, это невысокие объемы помещений, это полутора-двухэтажность.
Они очень интересно влияют на формирование современной архитектуры сейчас. И когда наши соотечественники поняли, что то, что строилось 25-30 лет назад в Крыму, не соответствует ни климату, ни душе наших соотечественников. И когда увидели крымские татары, что есть какие-то пионеры, которые построили прообраз крымско-татарского дома, и этот прообраз оказался настолько удачным, настолько комфортным для жизни, что 3-4-этажные, олиповатые, непонятные штуки начали забываться. Плюс надо всегда помнить о экономической составляющей, о содержании такого утюга. Надо всегда думать очень и очень крепко. И поэтому стали возвращаться опять же к той формуле, которая была когда-то разработана нашими предками. И современная тенденция — это возвращение к небольшим домам. Когда появляются какие-то, опять же я говорю, примеры, на которые можно обратить внимание, это влияет очень сильно. И я думаю, что дальше будет больше. Даже сейчас, въезжая в поселки наши, где большинство соотечественников проживает, можно увидеть, что характер домиков меняется. Появляется терракотовый цвет крыши. Да, пусть это не черепица, но тем не менее появляются вот такие терракотовые оттеночки. Меняется угол крыши. То есть вот остроконечной европейской он спадает в наш средиземноморский или, скажем так, крымский колорит. Вальма, так называемый конверт. То есть тоже крыши идут вот в такие конвертообразные построения и выступы. Появляются выступы. Вот когда заказывают проекты на современном этапе, там, даже, может быть, не такие просвещенные люди говорят: сделай мне вот, чтобы выступало хорошо, чтобы метр там, или там 90 сантиметров, 1,20 м, пускай вот. Еще есть такая, знаете, фраза, как в ханском. То есть, чтобы выступ был. Но это функциональная штука, это не просто красота, не просто декор, это именно функция. Вот, поэтому эти тенденции радуют на самом деле. Мир движется, мир развивается, и есть те технологии, которые присущи нашей современной жизни, и развивается сам человек. Быть ретроградом хорошо, но ведь образ жизни жестко меняется. Мы становимся очень функциональными, мы становимся информационно зависимыми, мы подчинены времени просто жутко. И это тоже налагает отпечаток на наш образ жизни, на наш быт. Мы хотим в доме функций, мы не хотим, чтобы нам что-то мешало. Мы хотим больше пространства, нам не хватает света, нам не хватает прямых линий. Поэтому и я абсолютно не исключаю и более того приветствую включение современных материалов, принципов архитектуры в традиционной формы. Нельзя забывать о ландшафте, и нужно всегда помнить о сейсмике. Это такие краеугольные принципы, которые влияют на прочность дома. Поэтому каркас в основе и жилого строительства, и общественного строительства в Крыму должен быть. Раньше это был каркас деревянный, сейчас он трансформировался в каркас либо железобетонный, либо металлический. Но тем не менее это жесткая скелетная схема, которая помогает дому выдерживать
сейсмическую активность. Простота форм – это тоже то, что влияет на правильность функции жилого дома. И, естественно, материалы. Ведь глина и ракушняк, но ракушняк был менее распространен в Крыму. Это все-таки те регионы, где шла добыча этого камня как строительного материала, плюс там, где он был более доступен. Это регион Керчи, ну, плюс-минус ракушняк, это вот камни, которые имеют известковую формулу. Кизлев, Феодосия и так далее. А вот горный Крым, южнобережный Крым, степной Крым, он формировался из другого строительного материала. Это все-таки глина-саман в той или иной консистенции. Это удивительный материал, который был и пластичным, и экологичным, и прохладным, и теплым. Я бы стоял за то, чтобы мы возвращались к применению этого материала. Это и экономически очень целесообразно. Это целесообразно для здорового образа жизни. Это самый экологический материал, глина. Это лучший материал по пластичности для условий сейсмики. Поэтому, если мы будем совмещать современные материалы и глина-саман в основе, будут ли это блоки, будут ли это там другие приемы, которые сейчас, кстати говоря, очень широко используются в Европе, очень широко, то для Крыма это будет правильно. Я несколько раз был в Турции, в городе Сафранбалу. Это Черноморский регион, городок с населением около 35 тысяч жителей. Первый раз попав в него, я удивился, насколько этот город похож на Бахчисарай. Даже на современный Бахчисарай, тем же характером скал. До удивления похож. Но, в отличие от современного Бахчисарая, Сафранбалу очень пристально охраняется ЮНЕСКО. Это не просто город-музей, а это город-живой музей, где жители домов имели возможность отреставрировать их сообразно традициям, и где каждый домик работает так, как он работал 300-400 лет назад, но это на показ туристам. То есть житель имеет возможность испечь хлеб, соткать ковер, выковать какое-то изделие, находясь у себя дома и принимая гостя. То есть вот таким образом город живет, показывая традиции, сохраняя их и развиваясь. Меня настолько кольнула параллель с Бахчисараем, что вот очень бы хотелось увидеть такое образование в Крыму. Для этого, в принципе, все есть. Нужна только добрая воля. В 2015 году была написана концепция. Она называлась «Золотой век Бахчисарая». И предоставлена, но не крымским властям, а федеральным властям. Вразумительного ответа мы так и не получили. Но, тем не менее, в основе была реконструкция старого города Бахчисарая и создание в нем вот такого живого музея. По всем аспектам современной жизни это было бы просто здорово, по всем. Но почему-то происходят некие пробуксовки, некие недопонимания. Я не могу связать причины, ведь на материковой России достаточно очень интересных примеров, где работают города-музеи, этнографические центры и работают классно. Ведь Бахчисарай — это такая показательная единица. Что для этого нужно, я до сих пор понять не могу. Но ведь
основа есть, и есть опыт. Может быть, еще время не упущено. Пока Бахчисарай не разрушен, можно вернуться к этим проектам, к этим истокам. Мне предлагали быть на должности главных архитекторов тех или иных городов когда-то. Я отказывался и, наверное, буду отказываться, если будут такие предложения вдруг. Поэтому чиновником я никогда не стану. Если вдруг от моего решения будет зависеть формирование градообразующей, то я бы начинал с очень скрупулезной работы по формированию генерального плана города. Надо учитывать и современные мировые практики, надо учитывать и традиции, которые были в тех или иных городах. Это, наверное, будет основа генерального планирования. Самое главное достижение, что мы находимся у себя дома. Если наше последующее поколение будет осознавать, что Крым есть дом, то жить они будут правильно. И здесь, и не только здесь, потому что они будут всегда стремиться возвращаться в этот дом. А для любого крымского татарина дом – это основа. У нас есть прекрасные, красивые, богатые традиции, которые пришли из глубины веков. Если мы отсеем неправильное, неверно приобретенное и оставим то, что присуще самым правильным, самым тонким струнам нашего народа, основам, базис, то я думаю, что перспективы развития будут. Я, наверное, не политик. В этой области мне рассуждать тяжеловато. Но как рядовой крымский татарин я бы все-таки назвал самоидентичность. А как архитектор это больше работать над тем, чтобы облик среды, которая окружает крымчан на сегодняшний день, она максимально приближалась к той среде, которая когда-то радовала глаз жителей и путешественников, которые бывали в этом Крыму. Я, в принципе, довольно счастливый человек. Да, вот, слава богу, у меня в жизни есть те люди, которых я люблю, они рядом. У меня есть любимая профессия. У меня есть те небольшие приятности, которые я могу себе позволить. Естественно, любой человек по своей природе всегда стремится к чему-то большему в плане и материального, но хотелось бы, чтобы человек стремился к большему и в плане духовных ценностей тоже. Духовное обогащение – это очень важный аспект. Хотелось бы набирать больше знаний. Мне бы хотелось перечитать все те книги, которые находятся на сегодняшний день в моей библиотеке. Их довольно много, но я на них иногда вот с таким ужасом смотрю. Я очень люблю читать книги. И думаю, смогу ли я, а хочется. Мечта, возможно, мечта. Я люблю путешествовать. Я бы хотел попасть в те уголки Земли, где еще есть настоящая этнография, где еще есть настоящая география, где еще
не так нагло рисуется урбанизм. Может быть, когда-нибудь мне удастся это сделать. И, конечно, хочется всегда возвращаться в Крым, видеть его теплым, красивым, радостным, именно таким, о каком рассказывал мой отец еще в Узбекистане. То, что складывалось вот в эту паутинку детства по его рассказам. Хочется увидеть его таким. Все-таки я хочу сесть за штурвал самолета. Да, это, наверное, тоже моя мечта.